Разрешите еще раз поприветствовать всех коллег, и мы бы хотели представить, так скажем, информацию, как была организована работа в пилотных школах проекта. Вот эта карта пилотных школ, о том, о чем сейчас сказал Владимир. Как вы видите, пилотные школы представлены во всех 7 областях нашей страны. В городе Бишкек это 3 пилотные школы. Первая пилотная школа номер 65, эколого-экономический лицей. Вторая пилотная школа номер 77, новостройка Акорго. И третья пилотная школа интернат для слабослышащих и поздно оглохших детей. И также отдельно в городе Ош выбрана пилотная школа GTGen и в Ошской области. Я не буду, так скажем, много времени на этом останавливать, у вас у всех есть плакаты. Каким образом, так скажем, была запущена работа? Пилотные школы были приглашены на установочную встречу, где, так скажем, была полностью дана информация о санпинах, о стандартах, о том, что такое безопасная образовательная школьная среда, и были предложены дальнейшие шаги по реализации идей. С чего мы рекомендуем начинать работу в каждой школе для обеспечения создания организации безопасной образовательной среды? Прежде всего, это проведение педагогического совета. Для чего он проводится? Для того, чтобы поставить вопросы о безопасности, где анализируются правовые рамки для обеспечения образовательной среды и принимаются решения о необходимости ее повышения. И что самое интересное, вот это будет сказано на примере 65-й школы. Там было принято решение о создании карты безопасности школы. Сейчас я ниже об этом буду говорить. Каким образом мы реализовываем оценку безопасности образовательной среды в школах? Итак, значит, первый этап – это педагогический совет по вопросам безопасности образовательной среды. Для чего это необходимо? Потому что в большинстве случаев сама даже администрация, не учителя школ не владеют, так скажем, информацией о стандартах безопасности. Это НПА в области безопасности, это санпины, это стандарт. Далее, получается, на этом педагогическом совете раздается карта безопасности каждого кабинета и вовлекается таким образом каждый учитель, который ответственный за кабинет, вовлекаются родители, вовлекается класс детей, которые ответственны за кабинет. Далее все эти данные суммируются и выводится карта безопасности школы в общем. Эта карта безопасности презентуется на первой школьной конференции. Также на первой школьной конференции запускается коллективная работа. Что такое школьная конференция, я чуть ниже скажу, но просто это и учителя, и дети, и родители. Это вот такой, так скажем, все участники образовательного процесса. И что очень важно, что каждый вовлечен, так скажем, в работу по оценке безопасности школы. Заполняется опросник по самооценке, и те вопросы, которые не могут быть решены самой школой внутри, для того, чтобы оценить, например, качество воды нельзя оценить, или, например, качество мела, вот эти вопросы и многие другие выносятся, так скажем, общим списком для того, чтобы обратиться в компетентные органы, чтобы они дали свое заключение по тем или иным вопросам. Далее важным элементом является создание рабочей группы по безопасности. В рабочую группу включены и дети, и родители, и учителя, и администрация школы. И, как показывает опыт, туда может быть включен медработник, если он есть в школе, представители хозяйственной части и, так скажем, все заинтересованные лица. И вот эта рабочая группа, она анализирует вопросы безопасности и проводит в дальнейшем самооценку. Сама школа может провести какие-то замеры, посмотреть, что хорошо, что плохо с точки зрения соответствия санитарным правилам и нормам. Но также, так скажем, вот, пишутся запросы, письма в компетентные органы для того, чтобы получить соответствующее заключение. Далее, после результатов проведения, так скажем, инструментальной оценки, проводится вторая школьная конференция, где все наработанные результаты, прежде всего, они представляются. Далее
формируется общий список проблем для того, чтобы понять, какие недостатки в школе есть с точки зрения безопасности. И анализируются вот эти проблемы. Да? Мы предлагаем несколько способов, методов анализа этих проблем. Далее определяются приоритетные решения, что можно сделать для того, чтобы преодолеть эти, так скажем, нестыковки в плане безопасности. Далее идет планирование, поиск ресурса. И составляется карта работы, это может быть на год, это может быть на 3 года. И, соответственно, ищутся ресурсы, каким образом можно реализовать эти мероприятия для обеспечения безопасности школьной образовательной среды. Далее реализуются мероприятия, контролируются эти реализованные мероприятия, и далее ежегодно фактически идет контроль, идет мониторинг безопасности образовательной школьной среды. То есть это не разовая акция, это ежегодный процесс, который в конечном итоге основной целью ставится достижение безопасной образовательной среды в школе. Вот, так скажем, примером 65-й школы был разработан вопросник инвентаризации безопасности школьного кабинета. Раздается на первом педагогическом совете, обратите внимание, да, то есть такие вопросы, например, сколько окон есть в кабинете, какая сторона расположения окон, там север, юг, запад, восток, количество оконных рам, где не хватает стекол. То есть такие вопросы, на которые может ответить рядовой учитель, так скажем, совместно со своим родительским комитетом и детьми школы. И фактически администрация школы, например, или тот же самый попечительский совет не всегда знают о том, что в каком-то кабинете есть те или иные проблемы. Никогда проводится инвентаризация кабинета, собираются общие проблемы, которые потом могут быть, так скажем, внесены в повестку дня для обеспечения безопасности школьной образовательной среды. Вот такой вот позитивный пример, о нем более подробно Ольга Владимировна расскажет. В конце составляется карта инвентаризации безопасности образовательной среды. Это вот пример 65-й школы, где красным выделены зоны, которые не соответствуют нормативно-правовым документам и, соответственно, должны быть улучшены. Чем так важна школьная конференция? Прежде всего, это пространство, где в школе запускается дискуссия о безопасности и, что самое интересное, принимается коллективно значимые решения безопасности. Почему это важно? Если, так скажем, кто-то постоянно принимает решения, а кому-то необходимо просто, так скажем, подчиняться, то это не совсем, так скажем, дает положительные результаты. Когда в этот процесс включены и ученики, и родители, и повышается их ответственность за принятые ими решения. Это вот очень такой важный дискурс о том, что в этот процесс должны быть вовлечены все участники образовательного процесса. Каким образом вообще планируется проведение школьной конференции? Приглашение отправляется всем представителям за 10 дней до конференции секретарем школы. И, соответственно, темы для обсуждения вытаскиваются каждой группе отдельно. То есть отдельно проводится собрание учеников, отдельно проводится собрание родителей. Они формируют общий список вопросов. Потом, если там очень много вопросов, они, например, методом голосования могут определить, какие вопросы в первую очередь на эту конференцию выносятся, а какие, например, выносятся там на следующую школьную конференцию. И таким образом буквально за 2 дня эти школьные вопросы собираются со всех сегментов и формируется общая повестка работы школьной конференции. И, соответственно, модератором школьной конференции могут быть представители администрации, представители учительского состава, представители там школьного парламента или родительского комитета. Вот таким образом, так скажем, выглядит схема формирования школьной конференции. От каждого класса или от каждого там представителя какой-то, например, параллели выносятся 2 человека, в зависимости от того, насколько укомплектована школа. И в результате где-то 8-10 человек педагогов мы собираем на школьную конференцию, 8-10 человек родителей, 8-10 человек учеников. Почему это важно? Потому что именно
Школьная конференция является той площадкой, где идет взаимодействие всех трех участников образовательного процесса. Потому что в школе как происходит? Дети общаются только с учениками, дома дети общаются только с родителями. И фактически очень недостаточные коммуникации не приводят к общему пониманию. И только соединение всех трех участников образовательного процесса дает полноправную и полноценную, так скажем, картину того, как можно взаимодействовать и принимать какие-то решения в школе. Итак, что предполагается на школьной конференции по безопасности? Здесь уже предполагается коллективная работа. Проектом разработан вопросник по проведению самооценки безопасности образовательной среды в школе. Вот этот вопросник заполняется всеми участниками школьной конференции фактически коллективным решением. И таким образом выявляются проблемы, которые, так скажем, ставит перед собой школа. Как я уже сказала, есть список проблем, которые школа сама не может решить. И, соответственно, требуется инструментальная либо внешняя экспертная оценка. И по итогам, так скажем, проведения заполнения самоопросника можно построить вот такой радар безопасности. То есть это фактически графическое изображение того, какие проблемы в школе существуют. Ну вот, например, радар безопасности в школе номер 77. Это вот получается 11 показателей безопасности, и уже сразу можно обратить внимание, да, на тот, к примеру, показатель, который в данной школе имеет наихудшие показатели. И, соответственно, все силы могут быть брошены в первую очередь на то, чтобы какие-то принять решения и устранить проблему вот именно по этому показателю. Каким образом необходимо, вот мы собрали проблемы, каким образом необходимо анализировать эти проблемы? Мы предлагаем несколько методов анализа проблем. Это дерево проблем, свод-анализ, диаграмма Исикавы и также диаграмма «Цветущий лотос». Что самое интересное, формируется список возможных решений, которые вообще могут быть для решения той или иной проблемы. Самое главное на этом этапе не делать вот это пойдет, это не пойдет. Нужно все возможные решения записать для того, чтобы потом их можно было, так скажем, выбрать из них наиболее приоритетные. Далее проводится вторая школьная конференция. И здесь мы предлагаем методы поиска решений, такие как метод 6 шляп, метод 5 «почему». И обратите внимание на вот эту матрицу эффективности и реализуемости. О чем она говорит? Например, да, в школе у вас там в каком-то кабинете плесень. Что можно сделать? Можно, первое, закрыть школу, таким образом это реализуемо, но не это эффективно, но не реализуемо, потому что таким образом мы нарушим конституционное право ребенка. Мы можем покрасить стены с использованием медного купороса. Это реализуемо, эффективно, но опасно для того, кто, так скажем, это проводит. Или, например, мы можем обработать хлоркой. Это эффективно, но это опасно, и хлорка имеет, так скажем, летучие свойства, значит, соответственно, когда мы набрасываем все решения, мы из них выбираем наиболее эффективные и реализуемые. В данном случае, к примеру, обработка медным купоросом – это самое эффективное и самое реализуемое решение. Так, что касается списка возможных решений. Вот когда вы получили полный список того, что необходимо сделать, нужно провести, так скажем, градацию. Первое, что школа может решить своими силами. Да? Если, например, торчат какие-то пеньки, да, силами школы возможно их там срубить под корень. Если торчат какие-то там железные штыри, их тоже можно, так скажем, убрать. Или, например, школа может повесить какие-то плакаты по безопасности. То есть что-то школа может сделать сама. Что школа не может сделать сама, здесь вторым блоком мы привлекаем внешние ресурсы. Это и обращение в ОМСУ, обращение в МОН, обращение в другие компетентные органы. И также то, что, так скажем, школа реализует своими силами проекта. Далее идет анализ и поиск ресурсов и встреча с МСУ, встреча с попечительским советом.
И вот эта общая схема работы в пилотных школах, с кем, какие вообще ключевые игроки вовлечены в формирование безопасной образовательной среды. Это у нас администрация школы, учителя, это и родители, и ученики. Также внешние эксперты, это может быть государственная инспекция, техинспекция, это может быть Минздрав, МЧС, МОН, ДГСН, ГосЛХ. Также, так скажем, для того, чтобы обеспечивать уже саму реализацию, мы можем привлекать также и УМСУ, и учителей, и родителей, и попечительский совет, и отдельно родительский комитет. И я хочу передать слово Ольге Владимировне Солошенко, директор эколого-экономического лицея 65-й школы, для того, чтобы она на примере этой школы описала вообще, как происходила самооценка и как сейчас реализуются какие-то идеи в нашей пилотной школе. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участники. Действительно, вот я сейчас немного, прежде чем перейти к своей презентации, хочу сказать о том, что я согласна абсолютно с теми, кто говорит, что учитель в школе – это главное, но я хочу обратить ваше внимание, что в 3 составляющих безопасности образовательной среды существует такая психологическая безопасность, которая является залогом эффективного обучения. То есть в данном случае мы не исключили учителя, и не исключили важность, и не исключили духовность и воспитание души ребенка, но тем не менее, мне кажется очень важным и физическая среда, поскольку если ваш ребенок чувствует себя некомфортно, неуютно, терпит, я уже тут говорила, потому что в туалете нет перегородок, то говорить в данном случае о каком-то эффективном учебном процессе очень сложно. Поэтому вот я хочу поговорить о том, что было сделано у нас. Поскольку мы школа эколого-экономическая, то мы, конечно, очень были заинтересованы в начале, в работе этого проекта, потому что нам очень было интересно, насколько наша среда здания, скажем так, нашего лицея соответствует уровню безопасности и что мы в этом отношении можем сделать или кого привлечь для того, чтобы эти проблемы решить. Я также согласна сегодня с теми, кто говорит, что директор не отвечает за все. Да? Он не может ответить за то, сколько этажей в здании, сколько детей пришло, потому что он должен обучать всех детей микроучастка и так далее. Но в данном случае мы не можем исполнять только функцию хозяйственника на уровне управления, потому что мы вынуждены решать проблемы, которые в связи с этим возникают. И, конечно, делать больше гораздо и инициировать какие-то вещи, а какие конкретно мы можем это узнать, только проведя самооценку. Итак, началом самооценки был, конечно, педагогический совет, на котором мы вместе, во-первых, познакомились с проектом стандарта безопасной образовательной среды, который нам предоставил проект, спасибо большое, и подумали о том, как оценить ту среду, которая у нас в школе существует. То есть здесь на педагогическом совете мы вместе разработали вот эту карту оценки ПК кабинетов. Мы решили, что надо посмотреть на помещение школы, насколько они этому соответствуют. И разработали вот такую вот информационную карту, в которой внесли все показатели. То есть вот все абсолютно, что было в стандарте санитарное, санпин и так далее, да, то, что было в проекте стандарта предоставлено, здесь внесено все, уже говорила Альфия, я не буду на этом останавливаться. И, кстати, я хочу сказать, что заполняя эту карту, учителя сами во многом убедились. Например, каждый из них увидел, что, оказывается, цвет штор влияет, оказывается, возможно, что есть какие-то проблемы, которые он сам может решить. Но таким образом у нас появилась полная карта кабинетов, которую можно оценить визуально, скажем так, или по ощущениям. Кроме того, мы провели первую школьную конференцию, где информировали всех участников образовательного процесса о том, что мы запускаем такую самооценку, и поговорили вместе с ними, а как мы это будем делать, какие формы проведения они могли бы предложить, какие мы видим и как будет работать рабочая группа. Я сразу хочу остановиться, что в участники проведения самооценки мы включили абсолютно всех,
Посмотрите, кто здесь у нас. Это и службы медиаторов у нас есть, дети-медиаторы, и родители учащихся, и общественно-родительское объединение, попечительский совет, и, конечно, медицинские работники, все вспомогательные службы лицея. То есть тут, кстати, был еще и повар, и арендаторы столовой. То есть абсолютно все, кто хоть как-то касается школы, были в этот процесс вовлечены. И вместе мы определили, кто и чем будет заниматься, какую форму самооценки каждый будет использовать. Вот здесь часть из них, да, то есть мы выдвинули рабочую инициативную группу, которая провела мозговой штурм. Затем мы составляли вот уже вышеуказанный экологический паспорт кабинета, мы проводили анкетирование родителей, мы провели анализ заболеваемости за 3 года, сделал это, конечно, медработник, для того, чтобы увидеть, какие основные проблемы здоровья наших детей имеются и влияет ли среда на это. Дальше мы составили карту школьной безопасности, чуть позже я о ней тоже скажу. Мы провели замеры показателей физической среды, сделали это с помощью приборов, и нам в этом отношении очень помогла группа старшеклассников, чуть больше тоже сказано. Ну, конечно, о том, как мы проводили физические показатели среды, анализ, простите, физических и замеров. В данном случае ребенок проводит исследование освещенности. Освещение доски мы замеряли, освещение на парках, освещение рабочей зоны учителя. Затем мы определяли концентрацию СО2 в кабинетах. Мы смотрели, насколько озеленены кабинеты и территория школы вообще. Смотрели, делали замер сквозняков, замер уровня электромагнитного излучения. Кстати, в этом нам еще очень хорошо помогло ЦКСР, которое провело этот замер в кабинете информатики. Мы сами бы этого не сделали. И мы писали письма, к нам пришли специалисты и выдали такое заключение. Ну и мы провели, конечно, картирование территории школы. Чуть позже я покажу, что это такое. Вот здесь вы видите замер освещенности, как раз то, о чем я говорила, да, где, на каких различных точках. Специальным прибором, люксмером делают это ученики 11 класса. Вообще, я вот немножечко остановлюсь. В данном случае, еще раз скажу, мы экологический лицей, поэтому пользоваться приборами дети учатся уже с 8 класса. И очень успешно это делают, и очень в этом заинтересованы. И сами могут дать массу рекомендаций по тому, как лучше поставить стол, и почему над доской нет освещения, и так далее, и так далее. Замер относительной влажности определяли гигрометром. Этот прибор тоже в школе имеется. Замеряли, конечно, температурный режим в разных точках класса и в разных классах по тому, где они расположены. Северная это сторона, южная ли сторона и так далее. И, безусловно, тут были еще и общие помещения, да, где находятся дети массово, то есть актовые залы, спортивные залы. Определяли концентрацию углекислого газа, тоже специальным прибором, в различных кабинетах и в различных точках кабинета. Ну и замеряли сквозняки. Значит, замер озеленения территории школы. Так получилось, что мы такая очень маленькая школа, которая вот стоит, что называется, вот та территория, на которой стоит здание, вот это и все. Больше у нас никакой территории нет. Но вокруг здания у нас достаточно озеленения, мы там чуть не на 80% озеленены. А вот в школе в связи с тем, что у нас больше 2500 детей на 800 возможных, да, здесь с озеленением были серьезные проблемы. Это было связано с температурным режимом и с тем, что большие ростовые цветы, которые раньше стояли у нас по коридорам, просто не выдерживали этого напора детей. Да? То есть они просто уничтожались портфелями, проходящими группами и так далее, и так далее. То есть сохранить их стало очень проблематично. Поэтому у нас в прошлом году был проведен конкурс вертикального озеленения, и мы думаем, как бы теперь приподнять их выше, чтобы цветы сохранились, но не были опасны и были полезны. Дальше была составлена вот такая карта безопасности, ею занималась группа медиаторов. Кстати, эту карту мы вынесли из проекта «Школа без насилия», в которой мы тоже участвовали. И на этой карте были отмечены те опасные места, которыми ребенок может столкнуться, психологическая опасность, да? То есть где ему будет особенно некомфортно. Что меня лично порадовало на этой карте, потому что еще 5 лет назад, участвуя в проекте «Школа без насилия», на этой карте было намного больше красных маркеров.
Сейчас я вижу уже результаты их меньше, то есть работа у нас идет в этом направлении, но они еще есть. И здесь вы видите, самыми опасными местами остались туалеты и лестницы. На лестницах у нас не было, то есть раньше у нас было установлено видеонаблюдение, но лестницы, все лестницы были слепыми зонами. И поэтому вот такие какие-то неприятные для ребенка моменты случались именно в этих зонах. Мы это увидели, и сейчас эта ситуация уже изменена. Ну и туалеты остались, которые, как я уже говорила, одной из важных таких причин, да, в которых указывали дети, почему они опасны, не потому что их там кто-то ловит, а потому что в туалетах были перегородки, но не было двери. То есть не была создана интимная зона для ребенка. Поэтому они считали, что психологически это достаточно неприятные, опасные места. Конечно, мы не могли обойтись без мнения родителей, поэтому мы провели такое всеобщее анкетирование. Все 2000 детей принесли анкеты от своих родителей, по которым мы задавали вопросы. И нужно было не только оценить средний балл, установить того, как родители оценивают нашу безопасную среду в школе, но еще и предложить, что бы он хотел для ее улучшения, что бы он мог для этого сделать или как бы он ее хотел увидеть. Поэтому здесь тоже вошли все вопросы, насколько вы удовлетворены, организация позитивной среды обучения, организация учебного процесса и уровень обучения мы сюда тоже включили, санитарное состояние, оборудование классов и мест общего пользования, качество ремонта помещений, территория школы, работа службы безопасности, организация питания. То есть все, что могло быть интересно родителю и везде, где он мог бы высказать свое мнение, мы это мнение услышали. Далее уже рабочая группа, собрав все результаты исследований, анкет и так далее, собралась рабочая группа, и вот этот вопросник, который уже заявлялся, прежде мы заполнили сначала рабочей группой, то есть как мы видим ответы на эти вопросы, и где у нас опасные или сложные места, где у нас проблемы, и какое решение проблем видим мы. Затем с этим вопросником мы вышли на вторую школьную конференцию, где уже собрали родителей, детей, снова та же большая группа, и снова обсудили, действительно ли у нас в этом месте есть проблемы. И по итогам уже всех этих исследований был построен вот такой радар безопасности. Как вы видите, он такой очень кривой, но зато он очень четко показывает, где у нас проблемные зоны. Вот, например, проблемная зона выяснилась физической средой, потому что у нас очень много детей, очень сложно, но и у нас совсем нет спортивной площадки, никакой. И это первое, что указали дети в минусе, да, и дети, и родители, и учителя. Кроме того, вот совершенно такой неожиданный, я вот везде привожу этот пример, неожиданный для нас, для всех был вот такое высказывание одного ребенка, что я прихожу с тренировки раньше на уроки, и мне негде сесть, потому что родители занимают все скамейки в фойе. И я вот стою, я и так устал, и мне даже негде присесть. И это было таким сигналом тому, что в школе необходимо срочно искать зоны, в которых нужно организовать отдых ребенка так, чтобы родители не могли занять это место. Да? То есть вот на сегодняшний момент такой активный поиск и оборудование этих зон ведется. Ну и кроме этого, я вот тоже специально мы внесли такие знаки. Значит, после того, как дети провели исследование, они очень заинтересовались и создали такой школьный проект, который называется «Моя безопасная школа». И в рамках этого проекта были придуманы знаки такие безопасности, они были красными. То есть такие знаки вешались на те кабинеты, где эти проблемы были особенно острые. И это дало толчок, во-первых, учителю задуматься над тем, что надо изменить. Во-вторых, родителям, когда дети говорили, у нас красная там висит там, лампочка или еще что-нибудь, да? То есть здесь, ну и, конечно, в школе, где именно у нас проблемы. Вот, конечно, за лето, эта оценка была проведена в январе месяце, то есть за этот период очень многое уже было сделано. И таких знаков больше нет, но дети предложили, что теперь нужно сделать зеленые знаки и отметить те кабинеты, в которых лучше всего, да, эти показатели. Мы только за и надеемся, что вот когда следующая будет самооценка в январе, вот такие знаки уже появятся на всех кабинетах школы, на всех помещениях, причем сделают это сами дети, что для нас особенно ценно.
Ну и вот эта карта, я, конечно, понимаю, что вам не видно ее критерий, да, потому что она очень большая. Мы ее сжали очень сильно для того, чтобы показать, как она выглядит наглядно. Значит, вот все те критерии, которые мы оценивали в паспорте экологическом кабинета, плюс исследования, которые провели дети, плюс оценка, которую провела родительская конференция и так далее, все эти критерии выставлены здесь, представлены разным цветом, вот чтобы было понятно, да? То есть освещенность, вот желтый – это освещение. Там, голубой – это воздушный режим и так далее, вплоть до того, сколько стоит цветов в кабинете, какова наполненность кабинета и так далее. И затем все показатели, которые были проведены участниками этих исследований, мы сюда внесли. И действительно, красным цветом мы выделили те показатели, которые оказались критичными, то есть превышали норму или были необходимы для какого-то улучшения. Да? Вот в данном случае вы видите такие красные полосочки, наиболее проблемные в чем? Вот верхняя часть – это переполненность класса. То есть класс рассчитан, допустим, на 40 человек или там на 30 человек, да, стоит 30 парт, а фактически 40 человек туда садится. Да? Или по квадратуре класса здесь может сидеть только 15 человек по санитарным нормам, а сидит фактически 30. Вот в данном случае вот этот показатель, конечно, для нас оказался очень ярким, и поэтому мы приняли все-таки решение при том, что мы не можем отказывать, однако останавливаться на каком-то определенном количестве детей и больше не набирать. Дальше, следующий показатель, наиболее критичный, это показатель СО2. Который, естественно, выходит из той же проблемы, которая была выше. Да? Там, где у нас больше детей сидит, там у нас такой показатель. Кроме того, этот показатель еще и показывает неправильный режим проветривания, который организуется учителями. То есть не всегда учитель в работе помнит о том, что нужно открыть окно вовремя, да, и так далее, и так далее. И в результате вот такой вот у нас показатель. Показатель температурного режима у нас низкий в нескольких кабинетах, потому что школа у нас бетон и стекло, и мы это тоже видим. И показатель, внизу это что у нас? И показатель освещенности. Значит, вот о показателе освещенности мне тоже очень хотелось бы сказать. Несколько лет назад наши дети сделали такой проект, который назывался «Светодиодное освещение», но этот проект был рассчитан, наверное, больше на экономическую составляющую. И мы вместе с родителями, вместе с попечительским советом попробовали этот проект осуществить, и в нескольких классах заменили на светодиодное освещение лампы. И вот это исследование показало, что в этих кабинетах, где они были заменены, где это были новые лампы и другого типа освещения, были очень хорошие показатели освещенности. В тех кабинетах, где у нас стояли старые LED-лампы, которые гудели, трещали и так далее, показатели освещенности были на очень низком уровне. Поэтому вот здесь уже эта проблема сейчас решается, причем решается и местным финансированием, и родительские сейчас подключаются каким-то образом средства. Но дальше я тоже подробно об этом скажу. То есть вот сейчас мы решаем 3 серьезные проблемы. Далее мы составили план, то есть показали, где у нас действительно эти проблемы вышли, да? Какие из них являются приоритетными. Вот желтым выделено то, что необходимо сделать прямо сейчас. Это тоже все было сделано на родительской конференции. Мы все это собрали в табличку и поговорили о том, что мы будем делать в первую очередь, что пока может подождать, а что мы вообще можем сделать, ничего для этого не привлекая со стороны, а просто какими-то управленческими или какими-то поведенческими решениями. Например, мы легко можем сейчас организовать режим проветривания, строго это контролировать, для того, чтобы каждую перемену, да, у каждого учителя инструкция. Началась перемена, открываешь окна. Началась перемена и напоминалочка. Открываешь окна. То есть для того, чтобы сделать режим проветривания, не нужны никакие финансовые влияния. Для того, чтобы ввести какие-то требования к тому, чтобы дети ходили в определенном порядке, поднимались к кабинетам и так далее, не сталкиваясь на лестницах, тоже не нужно особых финансовых вопросов. Да? Но есть вопросы, которые сама школа решить не может, в которые необходимы финансовые вложения.
Вот эти приоритетные вопросы тоже были выделены, и мы подали заявку в местное самоуправление, мы подали в Акимиат о том, что школе необходимы новые лампы другого поколения, и вот это решение самооценки, да, было одним из действующих. Причем писала и школа, и попечительский совет. И вот в этом году нам эти лампы выделили. Вот сейчас мы очень планомерно, но меняем там, где у нас особо такие большие проблемы были. Дальше мы писали о том, что у нас нет забора, но, правда, забор сейчас сделано у себя общественное родительское объединение, установило нам ограждение хотя бы двора пока. В этом тоже есть свой плюс. Конечно, есть такие вопросы, решения которых, вот, допустим, та же дорожка, да, беговая, которую мы сегодня хотим положить, и для этого сделали, прям выделили, все-таки нашли территорию, за нее не возьмется местное самоуправление и местная власть, потому что она нестандартная, она не может быть, да, но, однако, она необходима. Поэтому сейчас мы ищем такие возможности, активно работает попечительский совет по привлечению спонсоров. Я боюсь сглазить, может быть, до конца года она у нас все-таки появится. Очень много сделал проект, о котором мы сейчас, участниками которого мы сейчас являемся, к большому нашему удовольствию, радости. Очень многое по организации безопасной образовательной среды. Альфия, наверное, скажет позже и покажет, что у нас было сделано. То есть все эти проблемы сейчас решаются. Я хочу сказать только, что еще год назад, в сентябре, мы о них вот так детально даже не догадывались. То есть мы понимали, что у нас есть они проблемы, но что они есть вот такие, и что, оказывается, большую часть их можно решить. Только если собраться всем вместе, и родителям, и детям, и школе, и привлечь еще кого-то, мы об этом, конечно, не думали. Поэтому спасибо большое, что нас так хорошо направили. Ну а мы, в свою очередь, постарались. Вот на сегодня в школе появилась питьевая вода не в туалетах, извините, да, а в отдельно отведенном, скажем, блоке, причем с фильтрами. Да, то есть вот сейчас у нас есть горячая вода в санитарной зоне перед столовой, потому что у нас стоит коллектор на крыше, и горячая вода подается в краны, что буквально сбило с ног и родителей, и детей, и они просто вот ходят и фотографируются возле этого. Кроме того, есть кран с питьевой водой, где установлены фильтры для питьевой воды. Еще здесь, это только половина работы, еще вот следующая моя, наконец-то, следующий. Вот, наконец-то, все туалеты у нас установлены, двери, кабинки и так далее. Я здесь спокойно, что ребенок у меня спокойно теперь ходит в туалет, и маленький, и старший. И это тоже очень большой вклад, потому что это большие деньги, скажем так, которые мы не могли выделить. Безусловно, у школы появился пандус, которого не было раньше, и тоже сейчас мне все бабушки говорят спасибо. И все дети, которые у нас очень много детишек с ОВЗ, вот так получилось. И эти дети просто тоже рады, что теперь у нас можно спокойно подняться в школу. То есть еще видеонаблюдение в тех опасных зонах, о которых я говорила, установлено дополнительно. Дополнительно, плюс сейчас у нас вся территория вокруг школы осматривается хорошими качественными видеокамерами. То есть огромное спасибо я хочу сказать все-таки проекту. И это еще не завершение, еще у нас там в планах есть много работы. И я надеюсь, что через год мы просто будем уже говорить о том, что все это сделано. Да, у нас еще, получается, в пилотных школах устанавливаются проекторы, которые будут доступны, так скажем, в коридорах, и они будут работать на постоянной основе, и там будет именно тот контент, который вот мы хотим донести до детей. Это вот и, так скажем, какие-то вопросы по психологической безопасности здесь покрываются. Это и там картины великих там художников, и какие-то позитивные примеры, и вообще вот то, что в принципе нужно закладывать в ребенка. Значит, на сегодняшний день, да, что еще, так скажем, в школах? Это у нас и интерактивные доски, это у нас и тепловые завесы, для того, чтобы отсечь, так скажем, холод при входе в школу, для того, чтобы в рекреациях было тепло. Что очень интересно, да, вот тоже в 65-й школе, в 21-й установлены уже, и во многих других школах уже установлены арт-креативные доски для рисования. Вот видите, да, что там написано «С
Днем Учителя. Дети активно используют эти доски и для посланий друг другу, даже любовных, и каких-то там пожеланий учителям, пожеланий там здоровья, счастья. И фактически сейчас в коридорах детей от этих зон оторвать очень сложно, потому что это очень хорошее решение. Почему это хорошее решение? Мы знаем, что в школах всегда не трогай, не рисуй. Дети хотят рисовать, но негде. И они рисуют, извините, в туалетах то, что в принципе не должно быть. А когда и на партах рисуют. А когда вот такие появляются возможности, дети просто, так скажем, реализуют себя, могут какие-то картины даже рисовать. Это очень хорошее, так скажем, решение. Что очень хорошо, да, что наши школы, прежде всего, не должны быть похожи ни на больницы, ни, извините, на тюрьмы. А у нас вот такое как бы ощущение, когда входишь в школу, хочется оттуда быстрее выйти. И вот как раз-таки именно замена каких-то цветовых решений, каких-то архитектурных инициатив помогает делать школы очень уютными, что дети туда хотели. Еще обратите внимание, что сейчас у нас в разработке как бы вот такие истории, когда у нас серии портретов великих людей Кыргызстана. Это тоже вот очень такая интересная задумка. Или, например, в каждой школе есть отличники и отличницы. Но как они выглядят? Они выглядят так, что вот они вот действительно отличники, ботаники, да, вот в кавычках можно сказать. Если, например, организовать те же самые портреты детей, когда они улыбаются, находятся там в какой-то непринужденной обстановке, а чем плохо? Вот это вот будет интересно, потому что к зоне отличников подходят исключительно там какие-то единицы. А вот если будут интересные фотографии, эта зона будет привлекать всех. И в первую очередь для того, чтобы стать тем же самым отличником. Также, что хотелось сказать, да, что озеленение внутри школы должно уделяться очень большое внимание, потому что именно растения создают тот благоприятный микроклимат. Они очищают воздух, они добавляют влажность. Во всех школах проблема с влажностью, особенно в отопительный период. И как вот Ольга Владимировна сказала, нужно уделять внимание еще и вертикальному озеленению для того, чтобы, так скажем, не занимать территорию кабинета, или территорию того же самого коридора, а именно использовать стены для этого вертикального озеленения. Что касается, например, озеленения при школьной территории, посадите душистые дорожки лекарственных растений. Учителя биологии скажут спасибо, и, кстати, они сами могут это реализовать, потому что дети наши не знают растения. А если тут еще появятся вот эти дорожки, еще и с надписями, то, в принципе, это вообще очень хорошее, так скажем, включение также в образовательный процесс. Вот, например, озеленение с помощью бутылок. Стоит до копейки, потому что бутылки мы все выбрасываем, у нас отрицательная стоимость. Если, так скажем, использовать какие-то вьющиеся растения вот таким образом, то вы создадите еще и зеленые стены, которые стоят немало, а это стоит фактически бесплатно вам достанется. Еще и можно реализовывать проекты с детьми по организации вот таких вот, так скажем, зон. Или вот, например, выбросить трубы. А если эту трубу покрасить и использовать как поддон для растений, и внутри школы можно, и можно, так скажем, за территорией школы. То есть это очень хорошие такие решения. Что еще можно, так скажем, делать? Ну вот то, что уже было сказано, это прежде всего устанавливайте фильтры для питьевой воды. Необходимо устанавливать сушилки для рук, потому что у нас дети часто не моют руки зимой. Почему? Потому что руки мерзнут и потом либо вытирают о себя, либо вообще, так скажем, вообще не вытирают. Да, и вот, например, использование солнечного коллектора – это еще и пример того, как использовать возобновляемые источники энергии и применять в школе. И это прекрасный пример, опять-таки, может быть включен в образовательный процесс. Также установка тех же самых ультрафиолетовых ламп, которые могут обеззараживать какие-то школьные помещения. Почему это хорошо? Особенно в период, так скажем, вспышек инфекционных заболеваний, такие решения просто-напросто защищат и учителей, и детей от распространения тех или иных инфекций. Но вот про, так скажем, зоны, фактически вот креативные зоны могут быть разные. И стены можно использовать не просто вот чисто выбеленная стена. Если там, например, какие-то интересные решения будут написаны, какие-то интересные идеи, это всегда можно, так скажем, и улучшить обстановку, и еще и вовлечь детей в образовательный процесс.
Что мы приветствуем, если на стенах школы будут установлены именно образовательные плакаты, которые опять-таки должны быть включены в образовательный процесс. Что касается, например, обустройства таких же библиотек. Вот кто ходит в библиотеку из детей? Да, единицы, потому что фактически там неуютно. И если мы будем создавать библиотеки там, где ребенок сможет вообще вот просто погрузиться в другую атмосферу, вот поверьте, что не будет отбоя от желающих посетить такие библиотеки. И это, в принципе, все очень доступно. Вот еще несколько картинок того, как можно обустроить внутреннее пространство наших школ. Посмотрите, просто световые решения, просто какие-то яркие элементы, необычные, так скажем, мебельные конструкции, и дети будут себя чувствовать просто счастливыми в прямом смысле этого слова. Или вот, например, тоже пуфики. Вот сейчас эти пуфики очень как бы распространены в торговых центрах. А почему не в школах? Почему дети не могут также использовать их для того, чтобы посидеть, обсудить какой-то проект, что-то поработать вместе? То есть мы должны создавать детям зоны, где они могут, так скажем, еще и креативно мыслить и развивать свои креативные навыки. Или вот, например, обратите внимание, вот справа, да, это информация о школе. Вот мы заходим в любую государственную школу. В каком виде у нас представлена информация? Скучно подойти и посмотреть. А если информация будет представлена в виде каких-то, так скажем, нестандартных, да, вот разных по размеру каких-то элементов, вот это может даже заинтересовать любого. А так вот у нас фактически эти зоны, к которым никто не подходит. Или, например, когда мы заходим, у нас сейчас в школе сидит охрана, да, они сидят так, что, так скажем, некомфортно попадаться им на глаза. Если будут организованы какие-то специальные зоны для той же охраны, для того, чтобы вот просто радовало глаз и чтобы это было очень хорошо. Или вот обратите внимание, да, например, углы. Углы скучные, а если углы раскрасить, использовать эту зону опять-таки для нанесения каких-то хороших слов, пожеланий, там, напутствий, это очень, так скажем, сломает вот этот стереотип наших неуютных школ. Или вот обратите внимание, холлы и коридоры. Если мы расставим те же самые коридоры, сделаем разноцветными, для детей вот именно появляется ощущение детства, ощущение радости и ощущение какого-то счастья. Ну или вот, например, лестницы. Лестницы вообще мы используем только для того, чтобы, так скажем, пройти вверх или вниз. Если использовать вот эту как бы площадь, которая, кстати, даже вообще на которую не наступает, для нанесения формул там в таблице умножения, формул по физике, химии, там каких-то лозунгов и так далее. Чем это плохо? Это замечательный вот такой вот пример. Или, например, столовая может быть организована совсем другим образом. Вот, например, стены могут быть использованы опять-таки для посыла какой-то очень нужной и важной информации. Что касается территории около школы, посмотрите, да, что если мы установим различные скамейки, разные формы, то это опять-таки создаст детям ощущение уюта и безопасности. Кстати, вот эти палеты, вы знаете, да, стоят 3 копейки, а можно использовать в различных, так скажем, вариантах. Или вот, например, вообще организация школьного двора – это вот очень удачный пример из России. Или вот использование классиков, использование разметки около мусорки, да, вот вряд ли, наверное, кто-то захочет попасть мимо такой мусорки, потому что уже будет непрестижно, потому что задается некий, так скажем, посыл, что мусор нужно именно донести до урны. Спасибо большое.